Расширенное совещание в Доме правительства с участием главы Ингушетии началось нетрадиционно. Победители республиканских школьных конкурсов чтецов прошли стихи на тему экологии. В зале заседания прозвучали строчки известных поэтов, призывающих к сохранению мира и чистоты природы. И не сразу, и не вдруг мы узнали, лес наш друг. Нет без леса кислорода, сникнет сразу вся природа. Без него дышать не сможем, и никто нам не поможет. А поэтому, друзья, призываю всех вас я, каждый кустик берегите, без нужды костры не жгите, цените каждую травинку и на листике дождинку. Сбережем лес от огня для тебя и для меня. Красота живая, лес, пусть растет он до небес. Да, вот на такой вот ноте, первое, хочу сказать Магомеду Бабкоеву: Баркул Ярясон, ты молодец. Не сам, конечно, а с комитетом. Ставлю пример и руководителя, и непосредственно там сам комитет, всех работников комитета молодец. Он не только это, он очень много проектов неугомонно делает, очень много, большую работу провел. И все руководители, я просил бы вот так стараться работать. Юнусбек Евкуров после выступления школьника повторил строчку из стихотворения, напомнив, как важна тема природы в современном мире. Если вы в школе, в детском саду, в школе не начнете детей воспитывать так, как надо, что мусорить нельзя, уважать старших надо, там, и так далее, их уже поздно воспитывать после школы. Невозможно практически это делать. Понятно, что в семье воспитывать у нас нельзя сказать, что в семье этим не занимаются. Но вы должны, как министр образования, это делать. Не зря я вам говорю, там, даже начиная от урнов, разные сорта мусора, там, детей приучить, заканчивая вот именно внимательным отношением к дереву, к зеленому насаждению. Глава напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что в рамках внутренней политики экология была и, безусловно, остается одной из важнейших составляющих всей работы государства. Вы видите, сколько даже в республике мусорных свалок ликвидировано. Да, понятно, есть несанкционированные вещи, есть там попытки людей не понимать стихи вот этих детишек. Вот про что нужно в Ютубе постоянно говорить, там, в соцсетях постоянно говорить. И везде, находясь, слушать своих детей. Что мы делаем, для кого мы оставляем? Я говорил там, еще бытность там главой района, еще Сунжирский район там назывался, не было города Сунжир, даже Хашагульгову говорил. Дали землю некому деятелю, который там в Сунжире вырубил все деревья и решил там что-то строить. Не за счет природы же это делать. Я говорю, когда вот здесь века живые, кому-то там мешали провода, якобы там он вышел, лучшее, что он придумал, все деревья вырубил. За это должно быть там жесточайшее наказание. Юнусбек Евкуров поблагодарил ребят за чтение стихов и за выставку художников, которая была организована также в здании правительства республики. Он отметил труд победителей республиканского конкурса стихов и рисунков «Природа. Источник вдохновения». Именно на примере вот этих детишек мы все для них делаем. И наши слова, да, Алтеха Берка делает, не просто слова дежурные сказали, и куда-то воздуха оно ушло. Вот как ребенок это сказал, иди сюда, вот мне, мальчик. Как ты сказал, и для меня, и для кого еще? Это нет. А, ты сказал, да? А стихи там? Стихи у тебя, вот, как ты говорил, слова такие были. И для меня. Берегите, что берешь там? Вот видишь, память у нас плохая. Ну? Лес. Да. Планету. Да, планету. И для меня, и для кого еще там сказать? Ну, вспомни эти слова, ты вспомнишь, нет? Вот. Ну, повтори. Что повторить? Куплет-то повтори. Который для меня и для тебя. Да. Для тебя и для меня. Красота живая, лес, пусть растет он до небес.
Для тебя и для меня, да? Далее председатель комитета Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам Магомед Бабхоев проинформировал собравшихся об итогах реализации мероприятий в рамках Года экологии в Ингушетии. В прошедшем году была направлена на внедрение систем обращения с отходами, рациональное использование природных ресурсов, решение проблемы загрязнения окружающей среды, в том числе водных объектов, развитие особо охраняемых природных территорий. И сильный акцент был сделан на экологическое просвещение населения. Бабхоев добавил, что в год экологии, объявленный президентом России, все поставленные задачи выполнены. В Ингушетии реализован региональный план года экологии, согласованный с Минприроды России, в который включены 84 мероприятия. 3 из них вошли в федеральный план года экологии. Построен у нас первый мусоросортировочный цех завода мусороперерабатывающего. Планируется также строительство второго комплекса с полигоном в Алгебекском районе. Ведется работа по созданию современной системы сбора транспортировки отходов. Так, в рамках инвестиционного проекта установлены контейнерные площадки муниципальных образований республики, закуплена специальная техника для транспортировки отходов. Обеспечение указанной инфраструктуры является одним из этапов перехода республики на новую систему обращения с отходами. С начала следующего года уже республика в числе первых регионов должна перейти на новую систему обращения с отходами. Напомним, что второй год подряд Ингушетия признана победителем всероссийской акции «Вода России», а также регионом-лидером по числу экологических субботников «Зеленая Россия» и «Зеленая весна». Кроме того, по данным Минприроды России, республика официально признана субъектом, оказывающим наименьший экологический вред в стране. Для достижения данных целей в регионе был проведен целый комплекс мероприятий. Ирина Цычоева, Муслим Ганиев, Новости 24.